напомнить, знать это нужно желательно, не сажать барбарис обыкновенный около полей, где сажают зерновые, потому что барбарис обыкновенный является переносчиком, промежуточным переносчиком ржавчинного гриба. А вот барбарис Тунберга как раз он не является вот этим вот переносчиком этого гриба, и барбарис Тунберга можно смело сажать в сельской местности около полей, где возделывают зерновые. Ну, величина. Вот барбарис обыкновенный, знаете, он вырастает до 3 метров высоты. Один куст я такой видел. Есть пурпурно-бордовые сорта. Барбарис обыкновенный. Некоторые как считают, что вот если зеленый, это обыкновенный, если бордовый, значит это Тунберга. Это неправильно. Барбарис обыкновенный есть зеленые и есть пурпурные сорта, высокие тоже есть. Они сейчас широко применяются для живой изгороди. Сейчас некоторые садоводы, когда сажают живую изгородь из барбариса обыкновенного. Вот сейчас вот и мне вот заказы такие пошли для живой изгороди. По ее выносливости можно отнести к категории «посадил и забыл» барбарис. То есть посадили, полили его, и потом пару недель, вот так вот, раз в недельку подходить, поливать. И все, больше никаких проблем там с барбарисом не будет. Но сырьем являются ягоды. Все, конечно, знают конфетки барбарис. Но я был свидетелем такого случая. Пришли на экскурсию дети, пятиклассники, это ботанический сад. Это как раз было в мае месяце. Вот я им сказал, что листья барбариса, они съедобные. Они действительно вкус щавеля. Можно даже супы варить. Так дети набросились, а малыши же кисленькое любят. Потом, я думаю, наверное, зря сказал, ведь все ведь обдерут. Всем классом набросились на листья и начали жевать. Но и уже останавливать не будешь детей. Пусть эти дети едят, жалко, что ли. Ну вот, у него листья используются, это, я уже сказал. Потом ягоды. Содержат берберин и очень полезно при гепатите, холецистите, циррозе печени. Именно при этих заболеваниях наибольшая его ценность. При болезнях желчного пузыря, почек, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, воспалении легких, туберкулез, при женских женских болезнях, тромбофлебит, это барбарисовый мед очень полезный. Потом при сахарном диабете он тоже идет. Противоопухолевый имеет активность противоопухолевую и укрепляет иммунную систему. Но также знаете, что широко используется барбарис. Он продается и у нас тоже на рынке сушеные ягодки. В плов добавляют, с мясом это хорошо, он идет. Так. Вот следующее растение кедр. Вот здесь я бы хотел по систематике, чтобы знали. У нас настоящий кедр не растет в России. Настоящий кедр, это вы сейчас увидите, это ливанский кедр. А у нас растет сосна кедровая. У нас 4 сосны кедровые. Сосна кедровая сибирская, сосна кедровая корейская, сосна кедровая низкая, кедровый сланник, и сосна кедровая европейская. Вот сейчас как раз перед нами самая распространенная сосна кедровая сибирская или просто кедр сибирский. От сосны нашей обыкновенной отличается тем, что имеет 5 хвоинок, ну и, конечно, такую замечательную шишку имеет. Говорить о полезности, это всем понятно. Как пищевое растение, вся Сибирь у нас стоит на этом кедре. Весь животный мир живет за счет кедра. Он совершенно неприхотлив. Ему не нужно там особых таких условий создавать. Если очень плотная глинистая почва, то добавляют песок и торф. Допустим, 2 части песка, 1 часть торфа и 2 части глины.
И в отличие от других хвойных, которые получают ожоги весной, даже в некоторые года туя западная, вроде бы уже обычная стала у нас по городу, она даже получает ожоги, а кедр сибирский никогда ожогов не получает. Ну, удобрять его тоже больно-то так не надо. Раз в 3 года только надо удобрять. Почему? Потому что вот лиственные деревья, они каждый год листья сбрасывают, и каждый год им надо восстанавливать листву. А хвойные растения не требуют столько удобрений, потому что у них хвоя много лет висит, и смена хвои происходит незаметно, помаленьку. И много удобрений не нужно, особенно азотное. В общем, раз в 3 года удобрять калий и магний добавлять. Но условие не сажать рядом с крыжовниками и смородиной. Есть промежуточные хозяев, это ржавчинный гриб. Дальше это самое, кедр сибирский достаточно посадить одно дерево. Это растение однодомное. По плодоношению в тайге он начинает, в сибирской тайге, плодоносить через 40 лет. Но у нас, в наших садах, он плодоносит через 18-20 лет. Потому что, как я сказал, мы его все-таки и польем в сухую погоду, раз в 3 года удобрим. Этого будет достаточно, чтобы через 20 лет вы получили первые орешки, и 200 лет оно будет плодоносить у вас. Но, конечно, это растение не для 3 соток. Это для тех, кто имеет участки в деревнях. И желательно посадить, я посадил лично вот с северной стороны, чтобы тень, это дерево мощное вырастает, 20 метров в высоту, поэтому надо с северной стороны посадить кедр. Это растение культовое, считается родовое дерево, как, допустим, дуб и кедр, они культовые деревья. В общем, используется хвоя, используется смола, древесина очень ценная у кедра. Она не только на мебель идет, но идет на арфы, гитары, рояли, музыкальные инструменты. И древесина, она мягкая, без гниения, без червоточин. Она очень ценная древесина. Ну, полезные свойства тоже имеет, много полезных свойств. Это нормализация работы пищеварительного тракта, выведение инфекций из дыхательных путей, вирусов и бактерий. Он это побеждает вирус в дыхательных путях. Это сейчас особо актуально. Улучшение кровообращения и состава крови, нормализация функционирования щитовидной железы, в борьбе с воспалительными процессами, излечивает от катаракты и других инфекционных заболеваний глаз. Для терапии суставов мази делают со смолой, живицей. При экземе и дерматитах используют. Во время войны вот эта вот кедровая смола, живица, использовалась в госпиталях для раненых. Быстрее заживают раны. Очень это энергетическими они являются. Содержат 28% жирных кислот. Масла, витамины, белки от 8 до 15%. Аминокислоты, незаменимые, витамины, микроэлементы. Тут уж не буду больше перечислять. Так. Укрепляет кости, иммунитет, память, гастрит, при язве желудка, панкреатит, ревматизм, при подагре, при артрите. Огромное тут это самое количество заболеваний. И отвар скорлупы тоже используется при болезнях почек, печени. И для женщин полоскать волосы, вот эти вот отвары скорлупы, очень полезно. Волосы становятся крепкими, блестящими и приобретают каштановый оттенок. При сахарном диабете помогает, только надо с утра есть, не на ночь. И по богатству, по своему составу, он настолько богат, что 100 грамм орешков съеденных – это суточная норма человека в питании, в пище вообще. Можно как бы вот 100 грамм орешков съесть и больше ничего не есть, и все вы получите. Так, вот дальше хочется показать. Вот сравните. Посередине это
сосна кедровая сибирская. И вот кроме на нашей стране, кроме сосны кедровой сибирской, растет и сосна корейская. Вот смотрите с левой стороны, она ровно в 2 раза крупнее, чем кедр сибирский. А крайне справа это кедровый сланник. Кедровый сланник, он растет на Дальнем Востоке, в горной местности, это значит Приморье, Камчатка, вот Сихота-Алинь. Но он образует такие заросли, что там даже бывает трудно пройти, и шишки маленькие. Вот кедр корейский, вот крупный, да, можно подумать, что, видимо, у него зимостойкость может быть послабее. Ничего подобного. На Дальнем Востоке, в Приморье, где непосредственно я сам их собирал, там морозы были у нас до минус 40 градусов. Большие маточные деревья произрастают в Южкалинском ботаническом саду. Если кто-то хочет приобрести вот именно корейский кедр, то Южкалинский ботанический сад у них на потоке. У них всегда есть саженцы корейского кедра. Это по составу совершенно идентично сибирскому кедру, и по зимостойкости тоже вот они одинаковые. Хотя, несмотря вот на такие размеры. Так. Вот он, кедровый сланник. 1,5, от силы 2 метра высоты в горах. Образует заросли, что там людям тяжело бывает пройти, кто вот собирает эти вот орехи кедровые. Следующее растение – это грецкий орех. Но, казалось бы, грецкий орех – это не для нас, да, не для нашей этой самой зоны. Но это не совсем так. У нас грецкий орех выращивают, и я тоже выращиваю грецкий орех. Это вообще дерево до 25 метров. Это плоды имеют еще зеленую кожуру, околоплодник. И, кстати, на все полезное будет. И околоплодник, и сам плод, и листья. Все полезно. Ну, понятно, грецкий орех растет в Греции, на Балканах, на Украине. Молдовия, там Молдавия. Наш Краснодарский край. Да, наш Краснодарский, Ставропольский край. Молдавия 1/4 всего экспорта сельхозпродукции занимают вот экспорт это грецкого ореха. Но тут надо вот подчеркнуть. Конечно, желательно достать сорта «Идеал» и сорт «Осипов». Вот эти 2 сорта, они наиболее зимостойкие. Нужно вот это самое, искать сортовые. Ну а вообще в Москве в главном ботаническом саду есть экземпляры до 8 метров, до 15 метров. И, ну, конечно, что интересно, вот эти вот 15-метровые, они урожайность свою не показали, видимо, подмерзают. А вот 1,5-метровые обильно у них плодоносят в Москве, по 7 штук в кистях, что ветки гнутся и ломаются под тяжестью урожая. Кстати, вот у нас в Ишлеях один садовод, женщина, у нее на потоке, она сажает, у нее обмерзает, и она постоянно сажает, через каждые 2-3 года сажает. Если обмерзнет, у нее другие подрастают. Но я пошел по другому пути. Я посадил кедр корейский, но я его формирую. Это, кстати, свой секрет вам рассказываю. Ну и пусть это самое... Каждый воспользуется моим способом. Я формирую сланниковую форму. Сланник. Вот только что я показывал кедровый сланник, да? Он же невысокий, он поэтому не подмерзает. И грецкий орех у меня сейчас в объеме стал примерно, он не выше, чем 1,20 м у меня высоты, но зато объем уже составляет 2,5 метра по объему. И я уже в этом году, они у меня уже цвели, орешков почему-то не завязалось, на следующий год и я уже жду урожай. Урожай грецкого ореха. И вообще вот это вот так можно в сланцевой форме выращивать. То же самое и фихуа. Вот некоторые экспериментируют, да. И
То, что ниже это самого уровня снега, можно сказать, уже наше. Что под снегом, то, что можем уже сохранить. Еще один момент, очень важный. Даже вот на территории одного, допустим, орех грецкий тоже, это не для дачи, не для 3 соток. Это для тех, кто имеет участки в деревнях или у кого земельные участки большие. Это дерево, это самое большое. Но вот очень важен микроклимат. Вот, допустим, одно и то же растение на одном и том же участке, если вы посадите там где-то вот на сенокосе, вот на 7 ветрах, это вы получите один результат. Он будет подмерзать, допустим, растение. И на этом же участке, вот, допустим, человек скажет, что у нас в Чувашии, у нас в Чебоксарах не идет, а другой скажет, а у меня в Горьковской идет, да? Так разговаривают люди, так пишут, да? А на самом деле мало говорят про микроклимат. Одно и то же растение, если его посадить, с северной стороны будет дом, с северной стороны будет баня, с северной стороны будет гараж, допустим, да? А с западной стороны будет яблоня расти, с восточной вишня. И у вас здесь по Зеппелхольцеру образуется тепловая ловушка. И вот в тепловые ловушки нужно сажать вот именно такие растения, которые могут подмерзать. Но вот про ценность грецкого ореха, конечно, тоже очень много можно говорить. Действительно, время очень мало у нас. Орехи, они при гипертонии используются, при атеросклерозе используются, при повышенной кислотности 20 орешков надо есть. И это издревле русские лекари рекомендовали натощак с медом есть. Перегородки используются, перегородки даже продаются. Они укрепляют сердечную мышцу, делают отвары, настои этих перегородок. Потом, сами орехи, тут просто это понятно, сами орехи, они по калорийности превосходят жирную свинину в 1,5 раза. Мед превосходит в 2,5 раза по калорийности. Используются и листья, используются. И вот эти вот околоплодники, вот эти зеленый околоплодник, он тоже используется. И даже был сделан препарат Тодикам. Его звали Тодика, фамилия была этого ученого. Он сделал настойку из незрелых плодов грецкого ореха и туда добавлял очищенный керосин, ложечку вот, на бутылку. А я пила его. И Тодикам излечивал от рака, понимаете? Есть такие люди, есть много таких случаев, и есть такие знакомые, которые вылечились от рака вот именно грецким орехом. Вот время вот мало остается, могу сказать, что если вы боитесь выращивать грецкий орех, вы вполне можете посадить еще другие орехи есть. Есть орех черный. Орех черный – это североамериканский орех. И этот североамериканский орех, он растет в США и в Канаде. Да. Вот орех черный. Вы смотрите, у него тоже, так же, как у грецкого ореха, большой эндосперм. Это внутренняя съедобная часть, много. Если сравнивать вот с маньчжурским орехом, там мало съедобной части, очень сильная кожура. Допустим, сегодня я не успею про маньчжурский сказать, но вот орех черный, он зимостоек, он вполне съедобен, и можно его выращивать. И что интересно, он в несколько раз, он более ценен, чем орех грецкий. И вот я вот даю вам такую информацию, можно найти в ботанических садах, это в питомниках серьезных. Боитесь грецкий, берите черный. Черный орех, он даже более полезен во всех отношениях, чем орех грецкий. Но на сегодня мне придется уже заканчивать. Вот была такая заявка от наших, в нашем клубе, просили занятия провести
по орехоплодным культурам. И вот как раз вот я сегодня, кстати, начал, на следующем занятии я, наверное, как раз эту тему закончу, орехоплодные. Потому что, ну, я так предполагаю, мы много едим овощей, мы едим ягоды, делаем компоты, варенье из ягод, а орехов мы едим мало. И вообще каждый день нужно съедать по 10 грецких орехов, 10, допустим, миндаля, или там, допустим, 10 фисташек и 10, допустим, арахисов. Арахис орех, да, тоже земляной орех. И ваше здоровье будет гораздо крепче. Не забывайте про орехоплодные. Тоже надо потреблять в пищу. Это лекарство наше. Все. Спасибо, Владимир Алексеевич. Сейчас слово даем Ларисе Григорьевне. Антон, открой папочку. Так, добрый день, дорогие друзья. Тема сегодняшнего нашего занятия картофель. Не случайно я выбрала эту тему, я планировала об этом поговорить чуть позже, но в связи с тем, что у нас накануне прошла выставка картофеля, поэтому я вот решила перенести это занятие у многих в памяти. Многие мы встретились с садоводами на этой выставке. Вот, я очень рада, что встретила организатора, бывшего руководителя клуба садоводов Валентину Леонтьевну. Она у нас тут не очень хорошо себя чувствовала, вот, но я очень рада, что она поправилась и даже смогла прийти на эту выставку. Я ее не встречала, но садоводы сказали, что все хорошо. Вот. Ну и что? Как обычно, мы начинаем с семян. На выставке картофелеводов, это была не наша, а межрегиональная выставка, продавался и семенной картофель. И вот начать хочу не с очень хороших фактов. На этой выставке картофель продавался отвратительный, пусть меня простят те, кто, может быть, купил хороший. В 2019 году я покупала, тоже картофель был очень плохой, написано элитный. Вот здесь на фотографии вы видите картофель, который сажать нельзя. Если можно, увеличь, пожалуйста. Картофель больной. Да, я тогда писала, я и президенту Игнатьеву писала, я в Министерство сельского хозяйства писала. Вот вы видите, все в точках, в парше, но он хотя бы по размеру более-менее подходит. На этой выставке сегодня принесла сюда, опять покажу, какой картофель сажать нельзя. Вот, например, вот такой картофель. Вот видно, нет? Видите? Он всего 2 сантиметра. Это не посадочный, это не элитный картофель. Это картофель был в одной сетке вместе с таким. Такой картофель тоже сажать нельзя, но этот чуть лучше. Почему? Потому что этот не вырос вообще, не дозрел. Понимаете? Одно дело, если такой картофель вы вырастили из семян, и вы дальше продолжаете как бы заниматься селекцией и выращиванием картофеля, это один вопрос. Да, тогда можно. Тоже покупаем такой картофель и сажаем. Он дорогой, он 10 штук, 200 рублей в прошлом году стоил. Продает наша бывшая станция защиты растений, сейчас она называется Россельхозцентр. А такой картофель можно порезать, но он весь испещрен проволочником. Вот картофель, он весь покрыт паршой, вот не поленилась, вот разве можно такой семенной картофель продавать? И вот я хочу сказать организаторам, наверное, нужно было проверить тех, кто, заявил себя как продавцы элитного посадочного материала. А ведь продавая такой картофель, мы заражаем свою землю, и потом эту землю нужно лечить. И мы думаем, а мы все хотим выращивать урожай без химии. Вот на это нужно обратить внимание. Надеюсь, на будущий год организаторы более качественно подойдут к этому вопросу. Так, вот видите тоже картофель. Это все больной картофель с выставки. Вот несколько. Так, следующую папочку открой.
Поэтому внимательно смотрите, когда вы выбираете картофель для посадки. Теперь начну со следующего. Прежде чем вы уже планируете выращивать картофель, картофель – посадочный материал. Вот такой картофель я сажаю. Посадочный материал нужно готовить с осени. Это так называемое зеленение. Когда выкапываете картофель, он уже у вас посажен там каждый ряд своего сорта. Там нужно несколько сортов сажать, но не менее 4, как правило. Вот. Вы смотрите, когда выкопали, где самый урожайный куст. И только с этого куста нужно выбирать картофель на будущий год. Картофель для посадки, чтобы в самом кусту было не менее 10 плодов. Только с таких кустов можно выбирать. Размер – это примерно чуть меньше обыкновенного куриного яйца. Это самый хороший картофель. Этот картофель нужно в течение месяца. Я примерно выдерживаю в светлом помещении, но не на солнце. То есть это притененное где-то на веранде под столом, для того, чтобы он стал зеленым. Такой картофель хорошо хранится, и такой картофель самый хороший для посадки. Я сейчас буду показывать фотографии своего участка и немножко по ходу рассказывать технологию, как я выращиваю картофель. Я картофель сажаю очень ранний. Вот посмотрите, это, по-моему, 16 июня. Видите, я показываю цветочки, еще не распустившиеся. Да, я убираю цветы, картофельные цветы. Это позволяет мне увеличить, немного урожай, на 10-15%. Вот это тоже, это 15 июня я уже выкопала. То есть где-то с 20 июня я полноценно копаю картофель. Это 3 июля. Видите, уже много выкопанного картофеля. Значит, специально вот фотографии, обратите внимание, вот с правой стороны желтая такая грядка, с левой. То есть это картофель, который посажен в апреле месяце. Он уже идет на то, чтобы его выкапывать в июле. А с левой стороны зеленая масса – это картофель, посаженный 22 мая. То есть ранний картофель, который вы начинаете кушать в июне месяце, да, можно посадить в апреле, и там есть технология, буду очень быстро рассказывать. Значит, вы все лето практически кушаете свой картофель. К этому времени и молодой картофель, и огурцы у вас свои, и томаты, и перец уже на подходе. То есть полностью уже получаете полноценное питание. А картофель, который вы планируете на хранение, оставить в зиму, заложить на хранение, его лучше посадить в конце мая, где-то после 22 числа. Это вот я копаю тут картофель, выкопала. Да, это тоже, наверное, 3 августа. Я уже полностью убираю. Вот. Так, еще, перед тем, как выкапывать картофель, примерно за неделю, за 1,5 недели я скашиваю ботву. Если эта ботва здоровая, значит, я ее ложу в компостную кучу, обрабатываю М-препаратами, и у меня получается перегной. Но если я вижу, что там ботва больная, то я не использую. Так, это вот тоже цветы. Это 13 июня. Картофель я выращиваю на грядках. Видите, на грядке в 2 полосы. Мне очень удобно обрабатывать его, подходить, убирать цветы и окучивать и так далее. Вот это тоже цветочек, это лето. Это вот я копаю картофель. Это конец июля, где-то 27 число. Так, все. Значит, что еще? О семенах я сказала. Перед посадкой
клубни нужно подготовить. Вот примерно, ну и в деревне, и сейчас, числа 25 марта, ну во всяком случае после 25 марта, ранний картофель я уже выношу в светлое помещение. Ну вот какое светлое помещение? Если на балконе тепло, то это на балконе, но притеняю, чтобы прямо и солнечные лучи не попадали. Либо у меня рабочая комната – это зал, увы, другого помещения нет. Вот, для того, чтобы, ну, так называемая яровизация картофеля. Помещение было светлое, не попадали прямые солнечные лучи, температура где-то около 16-18 градусов. И вот картофель, я вам самый первый кадр показала, я уже высаживаю картофель с листочками зелененькими, понимаете? Я не допускаю большие длинные ростки, хотя в прошлом году я попробовала, тоже посмотрела видео, думаю, дай-ка попробую, а тут болела, в общем, не разрешали в сад выезжать, и, в общем, я посадила сантиметров по 10. Во-первых, это очень хлопотно, они ломаются и все прочее, но я не очень хороший урожай получила в прошлом году, поэтому остаюсь при своей старой технологии, то есть я его яровизирую после 25 марта, тот, который сажаю 20 мая, после 20 мая, тот увожу на дачу, и он там у меня яровизируется до тех пор, пока я не буду высаживать. Далее. Клубни я готовлю, обрабатываю клубни специальным раствором. Значит, если ничего нет, то просто делаю зольный раствор. Если есть медный купорос, железный купорос, кальциевая селитра, кальциевую я редко использую, потому что ее надо покупать, платить, я использую зольный раствор. На ведро воды стакан золы. Это у меня, этот раствор идет для всего, и для подкормок, и для замачивания, такой уже установившийся вот раствор. Так, дальше. Что еще? Посадка. Ну, я сказала о посадке. В посадочную яму я ложу луковую шелуху. Ну, вот говорят, я не знаю, от проволочника, но у меня его нет. То ли потому, что я ложу это, то ли потому, что у меня его нет. Вот, ну, как правило, вот перегной и золу, ну, буквально горсть золы. И какое-то комплексное удобрение. Это чаще всего, сейчас вот быстро так не вспомню, ну-ка, подскажите, Владимир Алексеевич. Ладно, любое комплексное удобрение для картофеля. Я картофель подкармливаю. Делаю 2 подкормки. Как только всходит, взошли, показался картофель, я его сразу подкармливаю и окучиваю. То есть, вот я назвала даты после 16 июня я уже копаю картофель, мы кушаем свой молодой картофель у нас в регионе. И вот эта грядка, которую я выкапываю, картофель в июне месяце, я либо сажаю картофель 2 раз, если она была хорошо заправлена, либо редьку, черную редьку, дайкон, те, которые тоже пойдут на хранение, то есть как бы 2-й урожай. Почему, еще что я не сказала, вот при посадке несколько уже лет, так же как по томату, я сажаю горчицу. Она вырастает, я при окучивании ее, она получается как мульча, и вот дает дополнительное питание картофелю. Вторую подкормку делаю в период бутонизации. Вот когда я увидела бутоны, я бутоны убираю все и делаю 2-ю подкормку картофеля зеленым удобрением. Это крапива, одуванчик. Как делать это удобрение? Специально проведем занятия, но мы уже в прошлом году об этом говорили.
Так, ну вот, собственно, по картофелю, наверное, все. А сегодня у нас тема корнеплоды, поэтому я хочу поговорить о других культурах. И времени у меня совсем по 5 минут на каждую. Значит, еще. Что нельзя делать категорически для корнеплодов? Это, предположим, вы в этом году сажаете, и в этом году вы положили свежий навоз. Только перегной, и желательно перегной 2-летней давности. Корнеплоды не любят свежий навоз, так же, как и морковь, и свекла, и редька, и репа, то есть все корнеплоды, только перегной. Вот это такая тонкость, замечание, может быть, чтобы все помнили. Морковь. Морковь любит очень плодородные почвы, очень глубокую обработку почвы. И сейчас я так штрихами остановлюсь на некоторых моментах для того, чтобы вырастить хороший и вкусный урожай моркови. Потому что вкус моркови во многом зависит от агротехники. Значит, я выложила очень много роликов, как выращивать все корнеплоды, и морковь, и свеклу, и картофель, и редис. В общем, там, причем в интернете, хочу сразу вот здесь уж, коль я коснулась этих роликов, хочу вам сказать, в интернете очень много материала, очень. Конечно, опытный овощевод, он умеет по крупицам, знаете, как в песне поется, добывать из руды, да, крупицы золота. Вот так же и овощевод. По крупицам у каждого он берет что-то свое. Для того, чтобы, правильно, мы экспериментируем, и поэтому каждый год есть на чем-то, испытываем старое, используем, да, и испытываем новые методы. Так вот, на что хочу обратить внимание. Вот я ролики вам выкладываю только те, которые, я уверена, что вот это правильно, на мой взгляд, опять-таки, я не агроном, но есть ролики русского Ивана, он биолог, он сортоиспытатель, он селекционер. Дальше Татьяна Щедрина. Вот если кто-то смотрел раньше ее ролики, она показывает свой участок, она работает с фирмой «Партнер», она испытывает новые сорта, она очень грамотно подходит к агротехнике выращивания культур, всех культур. Вот в основном я иногда выкладываю ролики, которые как не нужно делать, но я там пишу свои комментарии, что вот так не нужно делать. Значит, морковь. Вот такие особенности. Я семена моркови готовлю таким образом. Семена моркови, они покрыты оболочкой, и такие эфирные масла имеют, которые мешают очень хорошей всхожести. Поэтому примерно за неделю до высадки в грунт уже подготовленной почвы я завязываю в мешочки и закапываю в землю, примерно на штык лопаты. Но так, чтобы земля была влажная, вот не в сухое место, а чуть-чуть влажная. Вот неделю семена там лежат, они там в естественной среде набухают, некоторые даже наклевываются, и после этого я уже высаживаю в грунт. Дальше, семена моркови мелкие, поэтому прежде чем высаживать, если есть крахмал, а он не всегда бывает под рукой, я просто перемешиваю с песком и рассаживаю. Если проверенные семена на всхожесть, то уже можно заранее редко сажать. Если же не проверенные, а семена моркови очень часто продают старые, которые не всходят, и многие с этим столкнулись, поэтому тогда можно погуще. Но в этом случае придется тогда нагибаться и продергивать. Посадили мы. Значит, вот первое время нужно, чтобы земля была очень влажной,
чтобы дать рост, силу. Нельзя давать пересыхать это. И в это же время, как только появились 2 настоящих листочка, нужно прореживать. Первое прореживание – это оставлять 2-3 сантиметра. Примерно недели через 2-3 второе прореживание – это до 5 сантиметров. Чем раньше вы проредите морковь, тем лучше урожай вы получите, и тем меньше у вас будет корявых. Таких, знаете, много корешков, да, и морковь, она, рогатая, что ли, как бы сказать, она имеет, некрасивую форму. Вот что еще влияет на это, на то, чтобы морковь была вот такой, имела неправильную форму? Это неправильный полив. То есть вот вы поливали, а потом засуха, перестали поливать, земля стала твердая, корешок основной упирается в твердую почву, и он дает боковые, которые тоже начинают расти. Вот здесь за поливом нужно внимательно смотреть. Подкормки. Да, я даю моркови подкормки. Первое, это вот появляются, я прорываю, первое зеленым удобрением 2 настоящих листочка, и потом где-то недели через 2 опять я поливаю зеленым удобрением. Еще что я делаю? При посадке моркови вот сбоку грядки, сбоку как бы сажаю лук от луковой мухи. Вот луковая муха не любит морковный запах, морковная муха не любит морковный запах. Поэтому я и у лука, и у моркови сажаю лук, у лука сажаю морковь. Так, чтобы вот запах листьев лука отгонял луковую муху, запах листьев лука отгонял морковную муху. Еще для того, чтобы обеззаразить грядку от морковной мухи, я поливаю примерно 2 столовые ложки на лейку, на ведро воды на 10 литров, нашатырный спирт. 2 ложки нашатырного спирта на ведро. Он такой имеет неприятный запах. И вот это на какое-то время защищает морковь от морковной мухи. Такой примерно 2 раза за сезон делаю. Еще для того, чтобы улучшить хранение моркови, в конце, за месяц до уборки, а морковь допускает, легкие заморозки, убираю ее где-то в конце сентября, в октябре, в это время она набирает сахаристость, не нужно торопиться с выкопкой, да, с уборкой моркови. Поэтому ту морковь, которую вы планируете хранить, не торопитесь выкапывать, тогда она будет сладкая, она наберет сахар и будет хорошо храниться. Но примерно за месяц до уборки я поливаю, если есть монофосфат калия, монофосфатом калия по инструкции. Если нет его, у меня на все случаи есть опять моя любимая зола. Она содержит кальций, и она улучшает хранение и моркови. Вот я не сказала, морковь, как и картофель, сажаю в 2 срока. Ранняя, это вот для того, чтобы уже в июне начинать дергать и кушать свою морковь, я сажаю в апреле месяце, где-то после 25 числа, а иногда даже в зиму. Это где-то числа 10-11 октября, то есть перед заморозками, как вы смотрите по погоде, тогда ранняя морковь. Если я успеваю подготовить грядку, это вот ранняя морковь. А позднюю морковь тоже не торопитесь, ее можно сажать и после 20 мая, и даже в первых числах июня, после какой-то ранней культуры. Я сажаю после уборки редиса, салата, там вот и так далее. Дальше. Так. Угу. Ну вот, пожалуй, по моркови все. Следующая культура, а времени у меня совсем чуть-чуть, да, ага. Еще есть дополнительные вопросы задают. Да, хорошо. Значит, свекла. Свекла – это тоже корнеплод. Мы выращиваем свеклу, любит
как и морковь, хорошую почву буквально штрихами. Но в отличие от моркови, свекла любит теплую почву, и ее уже в апреле сажать нельзя. Ее лучше посадить, если под укрытие, то где-то в мае месяце, в начале мая, для того, чтобы получить раннюю свеклу. Там вы будете смотреть ролики. Можно в парнике посадить под томаты. Она как антибиотик помогает томатам, защищает от болезней. Вот. Когда уже земля прогреется до 15 градусов, можно высаживать свеклу. Свекла бывает одноростковая, многоростковая. Вот многоростковая свекла бывает 3, 4, 5 росточков дает. Свекла прекрасно переносит пересадку. Вот если морковь категорически не надо пересаживать, потому что плод будет плохой, корявый, не трудитесь, не тратьте на это время, то свекла прекрасно переносит пересадку. И поэтому, если уже у вас вы выращиваете многоростковую свеклу, можно ее распикировать по огороду. Вот я сажаю там по картофелю, по луку, там, где чеснок у меня, то по томатам. Вот я вам показывала свои фотографии, вы видели. И везде, где только можно, я сажаю свеклу. Потом я картофель убираю, свекла начинает расти, и я и свеклу имею, и картофель. Так. Теперь выбирать ее. Если морковь мы убираем, они переносят заморозки, то свеклу нужно убрать до заморозков. Это где-то середина, край, конец сентября. Но лучше в середине сентября убрать. Теперь, так же, как и морковь, подкармливаю. Но при агротехнике свеклы есть одна такая маленькая тонкость. Вот для того, чтобы увеличить сахаристость свеклы, я 2 раза поливаю ее соленой водой. Для чего? Не знаю. Прочитала, делаю, мне нравится. Хранится у меня свекла. Вы знаете, я еще мы принесли с осени, сейчас еще ем позапрошлого 19-го года свеклу. Она у меня прекрасно сохранилась, хорошего качества. Я ее отварила и делаю салаты. То есть прекрасно свекла хранится. Теперь свеклу надо выращивать, потому что я крупную, которая переросла, бывает, такое же бывает, я использую для сока, квасы свеклы, очень хорошо для сосудов, чистит сосуды, при высоком давлении, в общем, прекрасные квасы. Сок, правда, пить надо осторожно, начинать пить свекольный сок, начинать с чайной ложечки тоже. Дальше, что еще я вам хотела сказать? Да, вот вы знаете, я раньше всегда сажала по одной, а потом Валентина Леонтьевна, вспомним ее добрым словом, она говорит: нет, а я и 2, и 3 у меня остается, и я оставляю. В саду действительно много работы, не всегда успеваешь сделать. И я сейчас тоже выращиваю и не крупная, если есть свекла, она прекрасно, ее можно испечь в СВЧ, варить, быстро варится на винегреты, поэтому не заморачивайтесь по этому поводу. Так, но для зимнего хранения также поливаю ось за месяц до уборки зольным раствором, либо монофосфатом калия. Еще, я не сказала, свекла бывает ведь корневая, к которой мы привыкли, и листовая. Я в последнее время стала выращивать, очень люблю, использую листья в салат. А уже, наверное, 3-й год как-то не было капусты, а я же хохлушка, и я думаю, дай-ка я попробую, а листья хорошие стоят, такие свекольные, чистенькие. Да, я сделала прекрасно, можно листья использовать для голубцов. И все. Да, и еще, на это обратите внимание. Иногда вы видели, что у свеклы, она плохо растет, и листья красные. Свекла не любит кислую почву. Вы быстренько сделали зольный раствор, чтобы быстро и подкормили, или посыпали вокруг золой. Это один из признаков. И второй, может быть, тоже причиной таких красных листьев и плохого роста может быть недостаток магния и бора.
Вот бором еще, о боре. Я вам говорила, что я обрабатываю огурцы, томаты бором для того, чтобы лучше завязывались плоды. Нужно быть очень осторожным с бором, но я когда обрабатываю, вот в период обильного цветения, я и свеклу, и морковь тоже пройду по всему. Какая разница, уже раствор готов по всему этим и по корнеплодам бором. Это тоже улучшает качество этого урожая. Так, по свекле как будто я вам все сказала. Теперь редис. Редис – это самые ранние овощи. Я сажаю его в апреле, а иногда даже снег лежит. Вот грядку разгребу, но готовлю грядку с осени. Разгребу, пленкой покрою, только снег стаял, и где-то в середине апреля, иногда даже в начале апреля, ну, зависит, там разная же погода бывает. То есть у меня где-то к 1 мая, к 9 мая уже свой редис есть. Вот. Но есть какие тонкости у редиса. Во-первых, редис нельзя сажать там, где прошлый год вы сажали крестоцветные или горчицу. Вот там, где я буду сажать редис, я горчицу не сажаю. Это одно. Второе. Даже когда посадили, на него часто нападает крестоцветная обложка. Вы увидите прям листочки все, как, ну, их побили, чем-то иголочкой прокололи. Это поработала крестоцветная обложка. Но она такая чистюля, поэтому не ленитесь, взяли, ну, если вам не жалко золы, прям золой вот так потрусите все кругом. Что есть? Нет золы, нет, там присыпкой рекомендуют детской, нет ничего этого. Горсть пыли взяли и посыпали этой пылью. Вот она не любит. Как только пыль попала на листочки, все, крестоцветной бложки нет. Что еще для того, чтобы вырастить редис? Редис, так же как редька, так же как дайкон, они культуры короткого дня. Редис мы сажаем, можно сажать все лето, но если мы рано посадим, еще день короткий, то мы соберем хороший урожай, он не уйдет, редис, в цветушность, не выбросит стрелку, да. А если мы в зиму сажаем, то мы сажаем уже где-то в конце июля, в середине июля, это уже как бы второй урожай получаем, тогда тоже там уже день идет на убыль после 22 июля. Да? Теперь редис, редька, дайкон, особенно в самом начале, очень любит полив. То есть практически в воде. Вот я скажу, на единицу сухого вещества редиски нужно 800 единиц воды. Вот если вы эту фразу запомните, вы будете знать, что редис надо поливать. Как только чуть-чуть почва пересохла, все, выбросил стрелку, началась цветушность, цвести, и уже вы хорошего плода не получите. А я редиса выращиваю очень много, я редис сажаю по моркови, по луку, вот весной это рано-рано еще по снегу как бы, отдельно. Там несколько вместе с салатом, с укропом и с другими. А так редис у меня растет везде, и я практически все лето ем редис. Редька черная, ну, о пищевой ценности даже не говорю, я уже использую время, все уже. Так, ну еще мы выращиваем дайкон, и вот редьку и дайкон нужно сажать во второй половине лета. Так, какие там были вопросы? Очень быстро. Первый вопрос. Как вы относитесь к посадке картофеля под солому или траву? Прекрасно, у меня ее нет, но я отношусь очень хорошо, поэтому я вам говорю, я сажаю горчицу, потом ее скашиваю и мульчирую. А вообще идеально, у кого есть такая возможность, не надо никаких поливов, никаких, ну, можно одну подкормку сделать, а это идеальный, у кого есть такая возможность, слой 5, даже до 10 сантиметров можно. Следующий вопрос. Можно ли сажать в нашем регионе морковь и лук под зиму? И морковь, и лук можно сажать под зиму, и я сажаю, только морковь, я вам сказала, когда нужно сажать, это где-то, ну, во второй половине октября, уже перед самыми заморозками. Вы готовите хорошо почву и ждете, потом сеете морковь, закрываете сверху, ну, сантиметра 5, ну, чем-то мульчой, если есть мульча, вот у вас убрали вы, предположим, морковь-то рано еще убрали,
ее еще не перекапываете, значит, вот этими листьями, цветы, листья моркови, листья свеклы, то, что поздно убрали, закрываете, и прекрасная морковь вырастает рано. Лук. Лук, на посадку лука есть такое понятие овсюжок. Вот половина фаланги мизинца, он называется до 1 сантиметра. Я его сажаю много, и он самый первый, сладкий, вкусный такой лук, сочный. Вот есть, конечно, лук-батун, но он горький, а этот очень сладкий лук, и если вы его оставите, вот у меня нет фотографий, но у меня в деревне вот вырастал вот такой лук. Я, правда, по луку потом посадила еще рожь. Уж не знаю, что помогло, но лук вышел прекрасный. И лук, который рос, вы посадили в зиму, он хранится лучше. Все. Спасибо, Лариса Григорьевна. И в конце занятия вкратце про книги, журналы. В прошлый раз я показывала эту книгу «Лекарства с огорода». Из-за того, что вот сегодня мы тему продолжили, опять эту книгу я хочу показать. В своей книге саратовский селекционер-любитель Владимир Спиридонович Лихарев делится многолетним опытом выращивания экзотических лекарственных растений, чудо-овощей и фруктов. Еще одна книга. Ольга Городец «Картофель, морковь, свекла. Секреты сверхурожая». В этой книге вы найдете, как правильно выбрать сорт или гибрид, сроки посадки и секреты грамотного ухода, советы по уборке и хранению корнеплодов, профилактика болезней и защита от вредителя. Картофель, морковь, свекла. Секреты сверхурожая. Следующая книга называется «Картофель». Здесь рассматриваются такие вопросы. Какие сорта картофеля выбрать для посадки, как вырастить и сохранить богатый урожай, как защитить его от болезней и вредителей, как самостоятельно получить семенной картофель. На эти и другие вопросы отвечают ведущие селекционеры Яшина и Склярова. Такая книжка. И хочу показать журнал «Картофель и овощи». В отдел отраслевой литературы этот журнал приходит регулярно. Это научно-производственный журнал, выходит 12 раз в год. Вот этот, вот, например, уже за 2021 номер 1 я взяла. Можете, вот такой вот журнал «Картофель и овощи». Следующее занятие состоится 17 марта, в следующую среду, в 13 часов. Ждем вас на этом канале. До свидания, всего хорошего.